тот, кто свысока смотрит на анимацию и на мультики, потому что это действительно сложно, интересно, и это безумно-безумно здорово. Итак, кто же у нас победил? Я вообще-то знаю, но просто принято говорить: «О мой Боже». Итак, победителем номинации лучший номинационный анимационный фильм «Карась-Комар», режиссер Роберт Лавидес. Всем победителям достаются вот такие замечательные символы фестиваля очки, волшебные очки, которые помогают нам воспарить над бренной жизнью для того, чтобы творить, для того, чтобы создавать замечательные фильмы, которые продолжают и будут, которые радуют и будут продолжать нас радовать очень долгие годы. Хочу сказать спасибо Алексею Романову за то, что этот фильм вообще появился на свет. Arctic Cinema, как сейчас называется по-новому, раньше называлось Госкино, да? Деньги ихние, продюсер Алексей Романов. И моему художнику Светлане, фамилию забыл. Спасибо, долгих лет фестиваля. Зачем тебе твой карась-комар? Тут останешься. Женим. Что? Нет. Эта награда, наверное, тебя вдохновляет? Ну, надо работать, да, всегда. И даже если ничего не получаешь, надо работать, разговаривать со зрителем, стараться. Покажи нам свои призы. Так, вот эти снежные очки. Да? И вот два диплома. Один деньги здесь, а этот диплом о моей победе. Ну что ж, будем ждать от тебя новых работ. Огромное спасибо. Замысл есть? Будем работать, конечно. Имя лауреата приза, спецприза нашего жюри. Это очень качественная и очень интересная по художественному решению работа Нюргуна Торговкина. На ковер выходят борцы. Приз за лучшую режиссуру достается режиссеру Николаю Павлову за трогательную и очень добрую, очень гуманную картину «Чтобы бегать за солнцем». И, наконец, приз за лучший фильм. И приз за лучший фильм, ой, не хочет он открываться. Ага. Приз за лучший фильм достается Сергею Звереву. Когда мы с коллегами обсуждали работу Сергея, мы пришли к выводу, что эта картина находится совершенно в тренде современного и западного, и модного ныне китайского документального кино. Это картина, сделанная на уровне не просто не стыдном, а на очень высоком художественном уровне, на очень высоком уровне мышления. То есть замечательная картина, тут и добавлять нечего. Гимн отъезжающих. Ты сказал о том, что посожалел о том, что люди не увидели, но зато оценили на фестивале. Почему люди не увидели? Ну, тут сложилось так, что у фильма по окончанию там
возникли некие там проблемы с авторским правом, потому что у меня использована песня «Веселый ветер» на композитора Максима Дунаевского. И, к сожалению, разрешения на использование этой песни нет, поэтому только некоммерческое использование этого фильма. И как-то вот, ну не пошел ни туда, ни сюда, а тут вот сейчас как-то вот опять же срослось, все сошлось как надо и получилось. И, как мне сказали, вот действительно показывал документальное кино, люди были, люди увидели это кино. Ну, меня переполняет чувство, действительно, это очень приятно. Желаем тебе удачи в новых замыслах. Они есть? Вот, конечно, в обязательном порядке они есть. Мне кажется, этот фестиваль один из самых необычных и удивляющих из тех, на которые мне доводилось бывать. Потому что, конечно, понятно, что у вас здесь прекрасные люди, прекрасная природа, прекрасная пища, прекрасная музыка. Но здесь такое прекрасное кино, это действительно большая неожиданность и новость. Я думаю, это будет новостью для всех. Мы постараемся, будучи журналистами с Сережей Анашкиным, как-то эту новость до мира донести по мере наших скромных сил. Вот особенно интересная вещь – приз за короткометражку. Это очень ответственный приз, потому что, в отличие от документального или полнометражного игрового кино, там законченная форма, и, в принципе, сразу понятно, получилось кино или нет. Короткий метр, иногда, прежде чем ты успеешь что-то понять, он заканчивается. И короткий метр – это либо особенная, совершенно специфическая форма, которой владеют вообще в мире единицы, или это обещание некого полного метра, который нам нужно как зародыш разглядеть в этой маленькой работе, увидеть. То есть это обещание, которое должно не обернуться пшиком, которое должно обернуться какой-то серьезной большой работой, на что мы очень надеемся. Ну, и мне кажется, что мы, в общем, метко выбрали двух наших победителей. Итак, сначала лучшая режиссерская работа в игровом короткометражном фильме. Фильм «Боргут. Дух земли». Прокопий Наговицын. Оттон бу биһи кинелерди барта тақамук культурата, тақамук бая бар болан биһи кинелерди балда, онду болуга дагана биһи хомустуттарбыт, артыстарбыт, бары андайдуга стуктарбыт, итихилере барта биһиги омукбут, тақамук культурата, историята үгестере. Онон омукбутугар тақамукка мақтал. Фильм, по поводу которого мы не спорили, выбрали его единогласно и сразу. «Утум. Мастерство». Михаил Васильев. Тылгателер себепте кар үй булуттан түсті. Мені тыс барсытан улунна. Я работаю с молодыми ребятами, которые окончили ГИК, Юрий Бережнев, Аманатов сейчас учится, Иннокентий Амосов. И мои задумки, они воплощают вот это фильмы. «Утум» фильм – это тоже наш фильм, общий фильм, как говорится. Аманатов, режиссер Ваткиша Сивцев. Вот и итоги получаются вот такие фильмы. Фильм «Утум», он, по-моему, еще был обласкан наградами на других фестивалях или как-то удостоен внимания? Он удостоен внимания, потому что он снят на пленке.
как вы знаете. И сейчас Василий Миша находится в фестивале. Он участвовал в Анапе киношок. И сейчас поехал в Киев на фестиваль Тарковского. И вот так. И вот у вашей команды интересно сейчас, что впереди может ожидать от вас зритель? Ну, впереди главное вот участие в фестивалях, это чтобы о нас узнали. Лучшая женская роль. Александра Соловьева в фильме «Покидая благополучающий гавань». Можно, да? Я не знаю, что увидела во мне Сюзанна, но, видимо, она что-то увидела, раз я стою здесь. Спасибо всем, кто меня поддержал. В общем, спасибо большое. А если вот на тебя обратили внимание, если тебя пригласят, это же награда, она же каким-то образом привлекает внимание режиссеров, они могут тебя позвать еще раз в кино. Пойдешь? Я очень хорошо подумаю. Лучшая мужская роль в игровом полнометражном фильме. Михаил Борисов, «Кескил 2». Мишка Гофман, да? Спектакль директор. Кескиль Петров. Кескиль Эдуардович Петров. Образование, да, есть у меня высшее образование. ЕГУ, городской университет. Не знаешь, что ли? Забыл. Да, точно. Да. И институт технических факультетов фабричных творческих изделий. Во. Мне очень приятно выйти на эту сцену, увидев все эти проявления, которые я только что в исполнении ваших величайших актеров, которых я видел, где страсти просто переполняют нас до слез. Я думаю, что это все элементы звучания. И не просто так у вас, наверное, рождаются звукорежиссеры. Они рождаются вот от того народа, который это все умеет. Я просто потрясен тем, что это невероятно интересно. Просто все эти проявления достойны величайшей оценки, и поэтому я, как звукорежиссер, это оценил своими и ушами, и глазами, и всеми своими чувствами. Я не знаю, что первее, звук или изображение. Вот в этом случае, вы понимаете. Поэтому я, если вы позволите, я открою этот конверт. Значит, лучшая работа звукорежиссера, будто я не знаю, понимаете? В игровом полнометражном фильме Иннокентий Сивцев. Это мой ученик. Здравствуйте. Мне очень приятно. Я очень рад, что моя работа не осталась незамеченным, что ее оценили. Благодарю всех друзей, родных, близких, всех тех, кто поддерживал меня, всех тех, кто помогал мне. И, конечно же, своего учителя. 你们可以接受或者 Вы можете принять или отвергнуть мою историю, 但是爱不能改 но, 变， увы, вы не сможете ее поменять. 只能改变对他的态度。 Вы можете изменить только отношение к ней. Наверное, приятно получать награды из рук своего учителя. Да, вдвойне приятно, конечно. Учишься у него 5 лет, а потом еще получаешь приз. Он сам приезжает к тебе сюда, да, на твою же родину и поздравляет тебя. Что тебе дал этот фестиваль?
стимул на дальнейшую работу. Добрый вечер. Но мне кажется, даже если кто-то что-то не получает, я говорю, что самый лучший не получает никаких призов. И все призы мы получаем внутри себя. И в конце концов снимаем кино не для призов. Но все равно это приятно. А сейчас я объявлю. Режиссер Нургун Торговкин, Альберт Габышев. В моем сердце мои друзья. Нургун Торговкин, Альберт Габышев. Bayım eterinden canım bırak çırpçıga ıtargınları. Çırpçıga da anne kayı vardın. Barmadı. Ne koyayım ben? 200 olan bararım oğlum. Onda küçük aktarır oğlum. Ben biller stu master bulukum bari. Bitti kısım bitti. Слышите, меня Роман Дмитриев! Это действительно была неожиданная, наверное, победа, да? И чувства, конечно, очень такие смешанные, но всем очень радостно, замечательно. Да, но все-таки надеялись что-то получить. Все-таки 2 фильма у нас было. Ну и почувствовали удовлетворение от вот этой работы? Да, почувствовали. Не зря мы сражались целый месяц со своими, значит, со своими стрессами и с окружающей действительностью и сделали все как надо, оказывается. Спасибо, еще больших удач и побед. Екатерина Бочкарева. «Проклятая правда». Екатерина Бочкарева. Специальный приз вручается научный директор интернет-магазина компьютерной техники и цифровой техники Севен Михаил Середкин. Ondan üsağımın tuğuna da adam. Beni bu starpı pıtırattı. Bırakın. Bırakın üstüne atıyorlar. Arandan hikaye çıkmaya Mustafa'sına olurum. Oldu valla. Kolkoz bayında olun. Var. Социальный приз жюрилла. Эн сохойдон была. Мен сохойдан. Маны кулакканнык санаап, үдүктүк саналаабыттары сохойдум хани. Аны наха юрагат. Наха юрабит. Онда бу үдүктүк санаабыттар бенин дигитин багбаһнастыр. Өсө сагабаландар битер күскөмө канат болудан. Бахыба. Сюзанна Оржак. Покидаева Молочную гавань. Победитель в номинации «Лучший игровой полнометражный фильм» Сюзанна Оржак. Спасибо. Я очень счастлива, я благодарю команду и фирму Чарон, которая помогла нам сделать этот фильм. Я счастлива, всем спасибо зрителям и жюри. Фестиваль тоже нуждается в оценке. Мне очень понравился приз. То есть вот эти самые очки. Вообще для устроителей всех фестивалей большая проблема придумать приз. Обычно статуэтки или вазы какие-то получаются. А здесь такая прекрасная вещь, такая оригинальная, необычная и неожиданная. Я поздравляю с этим тех, кто это все придумал. Оргкомитет фестиваля. Очень хорошее оформление сцены. Оно лаконичное по существу и какое-то такое, есть какой-то вот вселенский проникающий мотив в этом всем. То есть такое ощущение, что да, здесь какие-то фильмы, какая-то принадлежность к вечности ощущается. Надеюсь, что фильмы, которые вы здесь представили, ваши будущие фильмы, будут этому высокому критерию отвечать. То есть это мне тоже
понравилось. И все лаконично. И вот экран в серединке, и все. Ну и прекрасные ведущие. Ну а теперь... Да. Лучший игровой полнометражный фильм. Погода будет ветер. Все герои, продюсеры, режиссеров, операторов, если еще кто-то есть, все выходите сюда, это ваш общий приз. Это приз за лучший игровой фильм. Сергей, поздравляем тебя с победой, лучший фильм. В принципе, мы и ожидали, верили, надеялись, а ты сам как? Ну, я, если честно, не претендовал ни на что. Просто я за якутское кино, и это самое главное. Чтобы наше якутское кино звучало в мире. И вот чем переполнена вот сейчас ваша душа? Вы знаете, усталость, она пройдет. Останется, конечно, радость общения с людьми. И останется, я уверен, вот та энергия, которую я получил, и вот напитался, вы понимаете, я подпитан этой энергией. Я думаю, я сейчас не осознаю ее, но я приеду, наверное, усталость пройдет, и я все время, знаете, как вот строганину дают человеку, и он, ну, поел, он не понял это, да, а потом у него сила прибавляется. Вот точно так же, я думаю, что, простите за такое сравнение, да, ну, Она, просто... да, действительно дает, да, тонус. Да. Вы вчера ели строганину явно. Да, да. Ну и вот я просто так полагаю, что это на уровне строганины. Вот та энергия, которую я увидел, подпитался, и я пронесу это на целый год, на целых 2-3 года. Очень были приятно удивлены качеством фильмов, которые победили, и не всегда были довольны тем качеством тех картин, которые остались за бортом. Просто победили достойные, самые яркие, самые дерзкие, самые смелые по художественному решению картины. И вот вы было почти единогласное решение. Мы, конечно, спорили о чем-то, но скажем, лучший игровой фильм, это было совершенно единогласно принято решение. Потому что, ну, это очевидно. Барат Тугаре, вот покуда веет ветер, он поедет в Торонто на фестиваль фильмов о кочевых народах. Как вы предвосхищаете, либо он может надеяться на какую-то оценку? Никогда нельзя предвосхитить или предсказать победу или поражение. Все зависит от того, какие фильмы будут его окружать. Вполне возможно, что на фоне остальных картин он будет самым ярким, как и здесь. Но я искренне надеюсь на то, что вот мы с Антоном сможем показать картину другим отборщикам фестивалей, которые вполне возможно покажут его и в других западных странах. Замечательный кинематограф у вас, очень интересный. И нам остается за ним следить и делать что-то, что в наших очень, конечно, небольших силах, чтобы это как-то приблизить к публике за пределами Якутии. Будем стараться. Каким образом? Я думаю, что эти фильмы можно предлагать на фестивале и устраивать их и в Москве, и за пределами Москвы, и за пределами России даже. И когда публика будет видеть их там, найдутся продюсеры, которые, возможно, дадут немножко большие деньги на производство следующих фильмов. Подрастет профессионализм ребят, потому что все это очень самодеятельно, хотя очень часто талантливо при этом. И когда это будет талантливо и не самодеятельно, это будет совсем здорово. И всем это будет интересно и за пределами вашей прекрасной республики.